Депутаты республики из Сыктывкара проинспектировали реализацию национальных проектов в столице Коми. График и качество работ по программе формирования комфортной городской среды не нарушены. В этом году в столице Коми благоустраивают 12 общественных и 8 дворовых территорий. Есть прогресс и в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На место выехала Ольга Коняева. Есть резиновое, бесшовное резиновое покрытие. То есть в двух местах у нас идет на этой площадке и на той площадке идет бесшовное резиновое покрытие. Депутаты-единороссы на этой территории далеко не в первый раз. Раньше здесь был заросший пустырь и хаотичная парковка. Жителей из соседних домов это не устраивало. В 2020 году, когда была избирательная кампания, мы встречались с жителями двора этих домов и обещали здесь сделать новое место для отдыха тех, кто живет в этих домах. Но вот 2 года прошло, в результате того, что процедурные вопросы, к сожалению, они такие длительные, мы сейчас видим финальную стадию завершения исполнения своего обещания. Войти в программу по формированию комфортной городской среды удалось не сразу. Как известно, объекты благоустройства выбирают сами жители города. Сначала за проект проголосовало всего 700 человек. Они, конечно, первоначально опустили руки, но потом мы снова с ними встретились, мы проговорили заново все этапы, начали обсуждать, подключать людей. В общем, на 3-й раз заявка все-таки прошла и проголосовало уже почти 14 тысяч горожан. Это лучший, в принципе, результат по городу Сыктывкару, когда вот так активно горожане приняли участие в голосовании территории, которая такое общественное пространство, но не парк. Работы начались в мае. Сейчас финишная прямая. Территория готова на 2/3. Идет укладка брусчатки, сборка малых архитектурных форм и площадок. Их будет 3: детская, воркаут и зона отдыха для взрослых. На объекте трудятся 15 человек. Есть вся необходимая техника. Срок сдачи до 31 августа. Строительство обошлось в 15 миллионов рублей. Уже в процессе работы пришлось не раз изменить проект. Увеличить парковку с учетом новых пожеланий жителей, а также проложить коммуникации. Здесь очень много кабелей заложено со времен старых. Да? Не все показаны на карте. То есть дальше их как-то надо всем обслуживать, но в случае что, не вскрывая наши уже соответственно сделанные работы. Мы прокладываем дополнительные трубы, чтобы под которым в случае что где-то обрыв или еще, люди могли прийти спокойно положить, протянуть кабель и соединить уже новые. Это все занимает время, но это все не предусмотрено проектом. Есть заметные подвижки и в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По программе в Коми ремонтируют 19 километров, большая часть в Сыктывкаре. Обновляют покрытие, тротуары и бордюры. Контроль за работой серьезный. Мы обсуждали это из Коми дорожной компании с основным подрядчиком. Мы спрашивали их относительно того, какие у них есть изменения с точки зрения долговечности вот этих новых подходов и нового состава асфальтобетона. Какие они используют, условно говоря, бордюры, как они расширяют дороги, насколько сегодня эти изменения коснутся людей в рамках доступной среды, особенно там, где мы говорили по Пушкинскому переулку, тем более, когда он идет к больничному городку. Мы говорим о том, что будут ли урны, будет ли их достаточно много. Мы говорили сейчас и задавали вопросы по пешеходным переходам, будет ли их больше. Еще 2 недели назад у ревизоров были опасения по срокам исполнения работ. Сегодня, уверяет подрядчик, отставаний нет. Объекты должны быть сданы до 1 октября этого года. Нам осталось 2 месяца на эти работы. На сегодняшний день мы не видим проблем для даже досрочного, возможно, выполнения данных видов работ. Идем по планам, улица за улицей. В столице Коми по нацпроекту ремонтируют 12 участков. Депутатский десант прошелся по 3 улицам. На Сысольском шоссе и Пушкинском проезде работа близится к финалу. На улице Куратова в самом разгаре. Первый слой асфальта обещают уложить ко Дню Республики. Ольга Коняева, Ксения Мишарина, Яков Шлегель, Артем Соколов, телеканал Юрган.